Для того, чтобы принести пользу своей стране, своей родине, своей республике, нужно быть просто мотивированным гражданином, и можно делать это не только с чиновничьей позиции. Нам нужно укреплять такое национальное согласие в обществе. Мы всегда должны отвечать за свои слова, за свои действия, и мы должны быть открыты. Слово «вдохновение», потому что когда в одном месте собирается столько мотивированных, образованных, целеустремленных ребят, объединенных общей задачей, это получается такая, наверное, идеальная квинтэссенция для того, чтобы всем вместе и развиваться, и генерировать решение тех или иных ответов на вопросы, которые периодически перед нами ставились и во время отборочного цикла, и уже после, во время образовательной программы. Поэтому, когда среда такая благоприятная для того, чтобы мыслить и творить, я думаю, что это вдохновляет тебя потом уже в такой более повседневной, обыденной жизни на новые достижения и свершения. Век живи, век учись, потому что образовательная программа, которая была уже после итогов конкурса, я считаю, что лично для меня, как для молодого гражданина нашей республики, дала действительно много. И в прикладном смысле, и в плане стажировок. И это тот опыт, который применяется мной уже в течение каждого дня, так скажем, своей жизни. Я уверен, что еще в ближайшие 5-10 лет, как минимум, мне пригодятся эти знания и та стажировка, которую мы проходили. В очередной раз убедился в том, что в наших реалиях принцип, что плох тот солдат, который не хочет быть генералом, как никогда актуален. Общаясь с каждым человеком в своем окружении, будь то это на работе или даже в повседневной жизни, нужно учитывать, что каждый человек в нашей стране, наверное, ну, 80% точно, это очень амбициозные люди, и поэтому, когда ты ведешь коммуникацию, нужно всегда учитывать этот фактор. И тогда, когда вот есть равенство в общении, я считаю, что можно достигнуть любых целей, любых договоренностей. До проекта «Команда Абхазия» я считал, что для того, чтобы принести пользу государству, нужно быть обязательно чиновником, не имеет разницы, какого класса и статуса. Но во время команды Абхазия в очередной раз убедился в том, что для того, чтобы принести пользу своей стране, своей родине, своей республике, нужно быть просто мотивированным гражданином, и можно делать это не только с чиновничьей позиции, но и с позиции активного гражданина своей республики, с позиции осуществления проектной деятельности. Поэтому я теперь свято верю, что нужно быть более активным каждый день своей жизни на благо своей родины. Я не скажу, что это проблема, но я скажу, что над этим нам еще стоит поработать. Я писал о том, что нам нужно укреплять такое национальное согласие в обществе и в целом такую гражданскую позицию. И я бы, конечно, продолжил бы работу в таком проектном формате над этим вопросом, потому что есть такой старый собирательный образ сухумчанина, который не обязательно относится к месту твоего жительства, а относится к образу мышления, поведения. Я бы с удовольствием хотел, чтобы вот эти добрые традиции, о которых мы часто слышим от наших старших, снова были интегрированы в наше общество. И, конечно же, абхазский язык. Выжмите максимум из этой образовательной программы. Мы всегда должны отвечать за свои слова, за свои действия, и мы должны быть открыты. Я думаю, что если ты можешь ответить за свое слово, ты открыт к людям, которые тебя окружают, и можешь ответить, почему и как ты это сделал, то с учетом этих факторов ты всегда будешь принят и понят всеми окружающими.